аэродроме Первушина. На часах 6 утра, вон солнышко только-только поднимается, люди в городах еще спят, а наши сегодняшние герои уже давно на ногах. И, как вы успели догадаться, все эти совпадения не случайны. Сегодня речь пойдет про башкирскую авиацию. Авиация Башкирии – это 38 взлетно-посадочных полос, включенных в статус аэродромов. В прошлом веке все они активно использовались. Но вот в каком состоянии они сейчас, и самое главное, сажают ли там самолеты до сих пор, можно только догадываться. Мы же попытаемся увидеть все своими глазами. Программа «Минимум. Оценить взлетку» из здания аэровокзала. Итак, наш маршрут: Уфа, Белорецк, Старосубхангулово, Стерлитамак, Уфа. Общая протяженность пути почти 600 километров. До взлета остались считанные минуты, и опоздания даже в малой авиации не допускаются ни в коем случае. Здесь с этим строго. Во-первых, это отлаженная система взаимодействия пилотов, диспетчеров и крупных аэропортов. Во-вторых, наш пилот – президент авиации общего назначения Сергей Минигулов. Человек, который к авиационным правилам относится, мягко говоря, очень трепетно. И что самое главное, это же требует от других летчиков. Те, которые были раньше, в советское время, их уже практически нету. А новые смыслы, чтобы задавать, нужна хорошая рабочая команда. Наша команда – это Сергей Минигулов, ведущий пилот, и Василий Дементьев, ведомый. Оба самолета уже готовы к вылету. Но контрольный осмотр на взлетном поле – дело обязательное. Что-то вроде обычая посидеть на дорожку. Только потом пилоты подают свою самую знаменитую команду. От винта. Кстати, вы, наверное, уже обратили внимание, что взлетно-посадочная полоса аэродрома Первушина грунтовая, и это не случайно. Во-первых, это экономично, не требует ремонта. Во-вторых, для местного учебного центра, где готовят летчиков, такое покрытие идеальное. Единственное, что необходимо, это время от времени косить траву. Наберем метров 250, а фактически пойдем на Стысины, будем докладывать. Через город, ребятам город покажем. Уфа с высоты 250 метров. На языке летчиков самый нижний эшелон. Отсюда можно разглядеть телебашню и Бельский мост. Но город нам показывают неспроста. Выше подняться пока не можем. Воздушное пространство под Уфой контролирует международный аэропорт. Но даже покинув особую зону, придется преодолевать естественный барьер. Вот сейчас будем пробивать облака. Что это значит? Ну вот сейчас у нас, скажем, такая небольшая облачность. Но она такая, она приземистая, это такой даже небольшой такой приземистый как бы туманчик, он рассеется с повышением температуры. Сразу скажу, что за исключением этой облачности погода на всем маршруте была идеальная. Как говорят пилоты, миллион на миллион, когда видимость больше 10 километров. Лететь при таких условиях одно удовольствие. Скорость около 170 километров в час, высота почти 1000 метров. И потрясающий вид из кабины. Даже не заметили, как всего за час долетели до Белорецка. Нам сверху видно все, что вам видно. Что можете сказать? У нас на все про все ушло буквально чуть больше часа от Уфы до Белорецка. Нам еще попутный ветерочек был. Это же комфортно, это же классно. Причем вот аэродромчик, бетонная полоса искусственная. Кстати, Белорецкая взлетно-посадочная полоса считается самой лучшей в республике, если говорить о легкомоторной авиации и заброшенных аэродромах. Мягкая посадка и рулежка до здания аэровокзала, точнее то, что от него осталось. Но не доезжая, замечаем группу встречающих. Оказалось, что на взлетно-посадочной полосе глава администрации Белорецка Андрей Ванюта. Как говорится, встреча без галстуков, но разговоры почти сразу о деле. Спрашивают про качество полосы, я говорю, одно из самых лучших, потому что здесь через Белорецк постоянно проходят наши мероприятия. И есть возможность там лишний подлатать, нас принять, где-то разместить, потому что аэродромы живут тогда, когда на них летают. А в это время второй пилот Сергей Дементьев занят самолетом. Стоянка будет долгая, а погода жаркая. Спасает вот такая обычная автомобильная шторка. Кстати, с такой же заслонкой молодые летчики отрабатывают навыки полета при нулевой видимости. Когда учат летать, вот в облаках, помнишь, мы на секунду залетели? Да. Ты молоко видел, все, только приборы у тебя. Это, значит, полеты под шторкой. Такое упражнение тоже учебное есть.
Ну а теперь самое интересное здание аэровокзала. Сказать, что оно заброшено, ничего не сказать. Внутри остались лишь бетонные стены, то, что не смогли унести. Сейчас можно только догадываться, что было в этих кабинетах. Возможно, это была бухгалтерия, вот это касса, там буфет, а вот это не исключено, что зал ожидания для пассажиров. Возможно, здесь люди, глядя в окна, смотрели, как взлетают и садятся самолеты. Но понять, что здесь вообще когда-то был аэродром, можно только вот по этой мозаике. Как она вообще сохранилась, непонятно, словно артефакт древней цивилизации. И при этом в Белорецке не теряют надежду отремонтировать аэровокзал. Говорят, нужен только хороший инвестор. В то же время Сергей Минигулов считает, что вместо реставрации полуразрушенного здания нужно развивать саму отрасль авиации. Ведь самое главное уже есть — взлетно-посадочная полоса. Нужен хозяин, который будет понимать, какие виды деятельности будут доходными, какие виды деятельности рекламными, какие виды деятельности социальными. В том числе ничто не мешает здесь иметь свой местный аэроклуб, но этот аэроклуб должен быть, еще раз говорю, легальным. То есть нужно не плодить какие-то там партизанские полеты, а нужно, чтобы люди летали в правовом поле. Андрей Иванюта видит развитие авиации в создании планерной школы, то есть обучение будущих пилотов с самого детства. Хотелось бы, чтобы это здесь было, чтобы дети могли уже вот с таких лет тренироваться и ставить, смотреть в будущее, как летчики. Сергей Рыжков собрал этот летательный аппарат своими руками. До тестирования в небе еще далеко, но сама сборка, кажется, идет к финалу. Конечно, не терпится подняться в воздух, но торопиться нельзя. Цена ошибки слишком высока. Да и потом в Белорецке не так много летчиков. А Сергей одним своим конструкторским бюро доказывает, что авиация в городе еще жива. Любители авиации и профессионалы, оставшиеся с Советского Союза, этим делом занимаются, потому что никакой подготовительной детской ни школы юного техника пока нету. Оно все было, но потом все это закрылось, прикрылось. В целом, аэродром Белорецка оставил приятные впечатления, за исключением аэровокзала, конечно. Летчики есть, за взлетно-посадочной полосой следят. В целом, неплохо. Интересно, что нас ждет на следующем аэродроме? Следуем на Бурзян. Сейчас попробуем снять сверху замечательный аэродром Бурзянского района. Ну, если повезет, даже попробуем зайти внутрь здания. Посмотрим, что там или кто там. Погода исключительно благоприятная, чистое и ясное небо. Это значит, что до Бурзянского района долетим примерно за полчаса. А чем можно занять это время, как не разговорами? Тем более, что выяснился один очень интересный факт про Сергея. Оказалось, что бывшему следователю по особо важным делам и летчику в третьем поколении однажды довелось встретиться с Александром Покрышкиным, легендарным летчиком АСа. В общем-то, у меня дедушка был, он с ним дружил, и когда Покрышкин был председателем ДСАФ СССР, то он ставил моего деда, соответственно, председателем ДСАФ Башкирии. Но когда я был совсем маленький, когда мне был 1 годик, мама рассказывала, что Александр Иванович присутствовал у меня на дне рождения. Это 9 апреля 1975 года. А мы тем временем подлетаем к аэродрому. Сверху все выглядит очень живописно. Повсюду зелень, река, горы и взлетно-посадочная полоса на возвышенности. Сразу после посадки Сергей Минигулов делится впечатлениями от качества взлетки, прямо скажем, сильно уступающей Белорецкой. Чуть-чуть подразбитая, следить надо, конечно, камушки, вот, но ничего, в пределах допустимого, но стало чуть похуже, конечно. В Бурзяне нас ждет плотная программа, можно сказать, туристическая, так как пилотов можно заманить в такие места лишь чем-то необычным, но это потом. Первым делом нужно посетить местный аэродром. Нам нужно попасть сейчас, посмотреть, что внутри местного аэродрома. Но чтобы туда пройти, приходится преодолевать вот такие препятствия в виде забора, иначе туда никак не пройдешь. Дверь там закрыта. Это первый забор. Вон второй. Пойдемте посмотрим. Ну вот, значит, вторая преграда преодолена. Сейчас еще чуть-чуть пройдем. Слушайте, мне кажется, там еще один забор. Ну, попробуем и пройти через него. Преодолев все заборы, нам все-таки удалось выйти к главному входу. И тут же нас встречает местный сторож Ахсан Хасанов. Оказалось, что здание аэровокзала сейчас что-то вроде общежития, но постояльцев застать не удалось. Зато получилось побывать в
диспетчерской вышки. Здесь были диспетчеры. Диспетчеры, да. Вы застали это время, когда они здесь? Конечно, мы же здесь бурзяны жили. 8 рублей было в Уфу-лете. 160 средняя зарплата и 8 рублей билет. До Уфы, да. Теперь о туризме. По словам Сергея Минигулова, летчики в России и за рубежом любят путешествовать. И такие места, как пещера Шульганташ, например, очень популярны. Это значит, что, развивая туризм, будет развиваться и малая авиация. А до тех пор заброшенные аэродромы будут использованы для других целей. Вот видите вот эти конусы, и вон там темный автомобиль. Это значит, что здесь автодром, здесь учатся сдавать на права. Здесь же, кстати, выгуливают скотину. Ну, тоже можно заметить это по характерным отметинам. Но самое главное, вся эта площадка, это аэродром. Здесь садятся и взлетают самолеты. Завершая наше путешествие, отправляемся в Стерлитамак. И тут же нашлись провожатые, табун лошадей. Причем прямо на взлетно-посадочной полосе. Подводя итог, Бурзянский аэродром порадовал меньше Белорецкого. За взлетно-посадочной полосой, видимо, никто не следит. А вот здание аэровокзала еще целое, хоть и отдано под общежитие. На подлете к Стерлитамаку первыми нас встречают шиханы. Действительно, большое видится на расстоянии, и вид из кабины самолета подходит лучше всего. Кстати, местный аэровокзал нам показался тоже достаточно интересным. При близком рассмотрении оказалось, что в здании даже окна целы. Ну что сказать, Стерлитамакское здание аэровокзала, конечно, выглядит посолиднее Бурзянского и Белорецкого. Давайте посмотрим, как ли оно на самом деле, что там внутри происходит. Стерлитамакский аэродром не удивил. Да, намного лучше, чем в Белорецке. Больше артефактов, но на этом все. По сути, здание необходимо лишь для одного самолета. Впечатление от целых окон здания аэровокзала, конечно, обнадеживало. Казалось, что здесь еще можно найти следы былой славы авиации Стерлитамака. Но по факту в полуразрушенном здании мы нашли вот такие плакаты, судя по всему, технического направления, и несколько фотографий. Вот, например, парашютисты, судя по всему, летят над самим Стерлитамаком. Очень даже похоже. И вот такое расписание движений самолетов из аэропорта Стерлитамак. Когда последний раз по нему садились или взлетали, теперь уже можно только догадываться. Но в целом взлетно-посадочная полоса и здание еще пригодны. По крайней мере, тут вы сможете приземлиться и найти людей, которые имеют отношение к авиации. Но сколько нужно времени, чтобы этот и другие аэродромы стали бесполезны? Мы показали лишь несколько мест, но и этого достаточно, чтобы понять, что авиация в республике еще жива. И чтобы развить ее, нужны не только пилоты и механики.